Сохраняя традиции, столетие отметила фабрика «Пахатерия». Это единственное промышленное предприятие в стране, которое занимается чувашской вышивкой. На свой вековой юбилей компания пригласила работников разных лет и даже делегацию Индонезии. Надежда Давыдова тоже побывала на празднике. Этому женскому платью 94 года. В музее фабрики «Пахатерия» удалось собрать изделия, которым практически столько, сколько и самому производству. Представили гостям и современные коллекции. За свое столетие фабрика видела разное. В советские годы модницы по всей стране носили одежду с чувашской вышивкой. А в 90-е предприятие пришло в упадок. Возрождение промысла началось с приходом нового руководства в 2007 году. В сложное время фабрику за собой повела Наталья Пасынкина. Сегодня компания сохраняет и развивает чувашскую вышивку. Участвует в этнопоказах, конкурсах и фестивалях. Своей задачей здесь видят и интеграцию национальных узоров в современную одежду. Мы в этом году участвовали на уникальной России, где демонстрировали нашу новую коллекцию «Город», в которой используются платья, костюмы именно для повседневной одежды. Я была в платье, прибегают к нам на нашу торговую, на наше выставочное место и говорят: мы хотим такое же платье, как у вашего директора. В соответствии со стилистикой, с новыми веяниями моды, с предложенными какими-то подиумными моментами, да, мы отмечаем, и мы можем это внести в нашу одежду. Команда производства трудилась над вышитыми картами Чувашии и России. Среди мастериц и Анастасия Андреева. Кстати, она работает на фабрике 46 лет. Пришла сразу после школы. Начинала в ткацком цехе, затем стала художником. Работа над вышитой картой России была кропотливой, но очень интересной, говорит она. Пришивала Чувашию, тоже вручную пришивала. И последние 4 региона, которые потом прислали, их стояла около карты и сама вручную пришивала ко всем к нам. Как отметила чрезвычайный и полномочный посол Индонезии в России и Белоруссии, ему приглянулась чувашская одежда. А особенно приятно, отметил он, что вышитые наряды с удовольствием носит и молодежь. Надежда Давыдова, Михаил Солин, Вести Чебоксары.